Всем привет! Мы опять с Романом на Печоре. Приехали сделать дела, кое-что поднять, кое-что убрать, кое-что проверить, так как уже с 3 числа нас здесь не было, а сегодня уже у нас какое? 12? Да, 12 января. У нас были морозы до минус 36, но погода переходит из крайности в крайность. Сегодня уже минус 9 и очень сильный ветер. Вот я веду съемку с машины, потому что там, наверное, ничего не будет слышно. Вот мы сейчас находимся проехала машина. Мы сейчас находимся на переправе. Он поднял свои ловушки для мальков, так как они уже будут не нужны. Немного мальков даже еще и попалось. Переправу уже давно открыли, но я не знаю почему. До сих пор льют и льют. Машина опять будет вся сырая. Вот, повесили вот такие щитки. Брось утопающему. Багром, ага. Веревки, все готово. Вон. Но тонуть здесь навряд ли пока кто-то будет. До весны. Весной здесь опасно, а пока здесь все нормально. Наледь, которая была, промерзла. Лед теперь более-менее толстый. Как видим, переправу до сих пор еще вот заливают. Вот они. Льют и льют. Видать, чтобы лед был еще толще. Машина опять будет вся сырая. Ну а мы поедем сейчас, где лунки затянуло, те палки поднимем, чтобы не мучиться. Вот. Остальное проверим, глянем, что и как. Не проверял по той причине, потому что налим вообще перестал ловиться. Был нерест, сейчас нерест прошел, может, что и будет клевать. Ну, посмотрим. Если в течение 10 дней ничего не будет, то я тоже, пожалуй, буду поднимать палки и займемся другой рыбалкой. Ну, а пока поехали. Ну что, друзья, уже, как видите, темно. Последняя палка у нас на проверке. Съемка. Сначала снимал, съемки не получается. Вот сейчас засниму последнюю палку и посмотрим, есть здесь что-нибудь или нет. Крайняя палка. Крайняя палка. И что мы тут имеем? И тут ни хрена мы не имеем. Пусто. Даже малек вон живой. Никто его не пробовал. Второй тоже живой. Короче, сегодняшний улов у нас составляет вот 4 таких налимчика небольших. Вон раз, вон два, 3 и 4. 4 налимчика. И все. Все, ждал крупного. Крупного нет. Большинство палок мы сегодня сняли. Оставил совсем немножко. Палок, наверное, 10 оставил, потому что надо смотреть, вдруг да появится. Изредка буду приходить, смотреть. Сегодня Ромка помогал проверять, а потом одному-то тяжело будет. Что еще? Ждал крупного налима, потому что завтра Ромка едет уже учиться в Сосногорск. И хотел передать другу блогеру налима, думаю, гостинцы, но ну, не попалось, не попало. Так что отправлю этих 4, все равно на жареху, но будет. Саня, канал на ютубе Александр Маза и мушки от Маза. Сейчас домой приедем, я еще соберу тебе посылочку. И скажу еще пару слов. Дам ссылочку обязательно на канал. Так что Ромка завтра едет в Сосногорск продолжать учебу дальше и приедет только весной. Все ляжет на плечи мои, одному придется с этим всем разделываться. Но если клевать не будет, я подниму все. Подниму и будем ждать весны и тепла, потому что то морозы, то такая метель. Одному это будет, конечно, все тяжело. Не знаю, получилось, что не получилось. Съемка какая на экшн камеру. Что-то я сначала снимал. Если не получилось,
в монтировании, при монтаже не буду это указывать. А так, ну что, еще одна рыбалка подошла к концу. Несмотря на непогоду, все прекрасно, все хорошо. Улов все-таки хоть с небольших налимчиков, но есть. Если бы сидели дома, и того бы не было. Так что всем пока. Увидимся на реке или на озере. Но обязательно увидимся. Канал Коми Рыбак. До свидания, друзья. Ну вот мы и дома. И делаем завершающий кадр. Александр Мазай попросил материал для мушек у меня. Глухариный хвост. Сей год у меня была выписана лицензия на 4 даже глухарей. 4 глухаря, 5 косачей. Но, увы, глухаря я сей год не нашел. Зато мне подогнал хвост и крылья Санька, с которым мы ездим на рыбалку. Вот этот, который в оранжевой куртке, вот Санек, он мне подогнал вот это. Передаем. Рыбка. Еще Сань попросил меня лошадиный хвост. Вчера ездили с Ромкой в деревню, нашу родную деревню. Обошел всю деревню. Но мир не без добрых людей. И все-таки я нашел не целый хвост, но вот такой вот кусок хвоста. Я думаю, правда, немножко пахнет конем. Но все-таки хвост есть хвост. Растворов Алексей, если по-нашему по коми, Ленард Алексей подогнал мне кусочек хвоста лошадиного. Спасибо ему тоже. Благодаря этим материалам Александр Мазай, а если сказать правильно, Александр Наглий, сделает шедевры. Подписывайтесь на его канал, и вы сами увидите, как простой станок, пустой крючок, нитки, немножко перьев, немножко того всего, и в концовке получается просто шедевр на самом деле. Кто ловит хариуза, он пользуется мушками. Вот. Советую подписаться на этот канал, и вы сами увидите, что там получается. Так что на этом мы заканчиваем. Завтра это все уедет в Сосногорск, а послезавтра Роман отнесет ему это все домой. Так что всем пока, до встречи на реке. И подписывайтесь на канал моего друга Александр Мазай. Ссылочка в описании. Пока.